Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Мои дорогие, обращаю ваше внимание, что я сейчас личные гадания не делаю. Если что-то будет меняться, я обязательно напишу, сделаю анонс и напишу об этом в комментарии под видео. Пока, пожалуйста, я надеюсь, что благодаря общим отсыпкам вы сможете получать нужную важную информацию для вас. Итак, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что он делает, когда вас нет рядом? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, загадайте любимого человека, либо того, кто вам нравится, либо того, кто вас очень интересует. Подумайте об этом человеке, вспомните его мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что делает, назовите его по имени, в то время, когда меня нет с ним рядом? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и дать для вас только самую честную, самую правдивую информацию. Давайте же посмотрим, что делает загаданный человек, когда вас нет рядом. Так, слушайте, ну прям такое чувство, что это какой-то балованный ребенок, да, вот прям таки балованный ребенок. Когда вас нет рядом, этот человек просто опускается во все тяжкие. Вы уж простите, что выдаю его тайны, и что, может быть, я кого-то разочаровала, но тем не менее. И этот человек очень любит свободу, прям обожает эту свободу, но она ему как-то дается с кровью, с тяжелым каким-то трудом. Вы его либо очень жестите, либо вот как-то вот складываются обстоятельства, либо ваша жизнь так сложилась, что вы очень сильно его контролите-кошмарите. Ну, по крайней мере, он так на песке говорит, что он говорит: я уже закошмарен, я хочу свободы, мне нужен ветер перемен, мне нужны какие-то возможности, какое-то свое пространство. Когда это пространство у него появляется, на что он его тратит? Ну, я буду говорить как есть. Во-первых, этот человек, у него есть какие-то заначки от вас, да, что-то он где-то припрятывает, денежку, либо какие-то вот у него есть свободные, да, назовем это деньги, что-то, что вы не знаете. Эти деньги он начинает тратить на себя любимого. На что он тратит? Он тратит в первую очередь на вкусняшки. Вот, вкусняшки. Либо это выпивочки какие-то вкусненькие, да, какой-нибудь там, может быть, алкоголь необычный, дорогой, который, ну, понятно, да, что просто так выкидывать деньги на алкоголь вы ему не разрешаете, но тем не менее. Может быть, еда какая-то особенная, которую вы не разрешаете, то есть, да, по вот этой чарке может отыграться не только выпивка, да, но и еда, может быть фастфуд, может быть, ну, какая-то, вот знаете, вот там шавермы какие-нибудь, там гамбургеры, да, то, что ему нельзя, пиццы, может быть, он этим, ну, злоупотребляет. Вот когда вас нет рядом, он вам говорит, что: ой, милая, а ты мне там приготовила с собой покушать, да, я там взял тормозок, да, ой, так все было вкусно, на самом деле, будьте уверены, он его либо собачкам отдал, либо выкинул, да, а сам покушал чего-то вредного, жирного, но для него очень вкусного. То есть здесь он поступает как ребенок, то есть как бы я себя люблю, я себя балую. Мало того, у него есть еще какие-то, скорее всего, вот я не знаю, у кого-то отыграется, что игры вот он играет, что-то компьютер, телефон, я не знаю, на это он тратит деньги, причем деньги немалые, я честно вас предупреждаю. А у других отыграется, что человек какие-то, может быть, ну как бы вам правильно сказать, да, вот есть, может быть, какие-то видео, либо какие-то вот... Я вот не хочу, чтобы у вас после этого видео какие-то проблемы были в жизни, да, либо вы как-то реагировали неправильно. Я не могу говорить неправду, потому что меня за это накажут. То есть я должна считывать как есть. Поэтому, мои девочки, если вы слабенькие эмоционально, если вы, ну, такие воспаляетесь с полуслова, с полуоборота, лучше не смотрите мое видео.
Я говорю вам это не для того, чтобы вы на горячем поймали мужчину. Я говорю, чтобы вы знали и понимали, что вашему человеку, ну как ни крути, всем нам нужна хоть какая-то маленькая доля нашей свободы. Вот у него есть увлечения. У кого-то это игры, на которые он спускает деньги, а у кого-то, ну, какие-то он смотрит, может быть, видео для взрослых, может быть, какие-то, вот знаете, я не знаю, как это правильно. Я вот вижу это, но вот, ну, девушка, да, например, либо женщина, вот она там оголяется, либо она что-то там, но это не стрип-бар, это что-то он смотрит в гаджете. То есть это не физически, что он какой-то женщине ходит в стрип-бар, там, да, ей там в трусики деньги сует. Нет, ну, здесь может быть такое, но это крайне, может быть, 1-2 всего лишь человека, и то это не, как-то не на постоянной основе. Здесь больше человек вышел такой, знаете, внешне весь семейный, типа семейный, благородный, а внутри это мальчишка, который желает свободы. Так вот, он либо на компьютерные игры, вот может там в компьютере что-то себе покупать, какую-то, вот он играет игру, да, там нужны какие-то апгрейды, и он покупает. А может ну, женщин смотреть, да, то есть какие-то, может быть, видео для взрослых, может быть, какие-то стримы для взрослых, там, да, там сидит какая-нибудь мисс Силикон и там ей донаты, там, подарочки шлют, да, она там себя что-то снимает, либо как-то вот прям, ну, так, я, если честно, не очень хорошо понимаю, что это, но вот у меня идет именно такая, что он вот каких-то женщин наблюдает в телефоне. Но еще раз говорю, тут 50/50. У кого-то женщины, у кого-то игры. Что хуже, что лучше, решайте сами. Как по мне, так это одна и та же зараза. Да? То есть, когда деньги уходят даже не на то, чтобы там что-то нужное, полезное, важное, а просто в никуда, да? На какое-то свое развлечение. Хотя, с другой стороны, в принципе, это его отдушина, понимаете, он там выдыхает, он там может себя кем угодно там представить, почувствовать, он может там написать какой-нибудь там комментарий жесткий, он может, понимаете, это какой-то мир параллельный, да, мир фантазии, мир иллюзий, где он может себя почувствовать свободным. Стоит ли его за это ругать? А смысл? Он все равно там еще большее подполье уйдет, все равно он будет это делать. Это его удовольствие, это его маленькая радость, да. Причем, если вы ему разрешите это все делать, он не будет получать того удовольствия, он будет искать себя, может быть, в каких-то других направлениях. Но на сегодняшний день ситуация такая, что у него от вас есть секретики. Секретики связаны с его удовольствием. Измен я здесь не вижу. Это не тот человек, который будет изменять направо-налево. Нет. Его даже, может, и пугают другие женщины. Вот он так думает: о, это еще непонятно, на кого я попаду. Лучше вообще не надо. Но когда вот в каком-то виртуальном мире, вот он герой, вот там он герой, вот там он мачо, он может с кем-то кокетничать. Но опять же таки, это не сайты знакомств, это что-то вот другое, там где вот как за деньги, как продажная какая-то, извините, любовь. Но это, опять же таки, это не про любовь и не про интим и не про измену. У него, может быть, какие-то журналы для взрослых есть. Может, еще раз говорю, вот чем-то он таким увлекается. Либо на игры спускает, либо на взрослых. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина, в принципе, он уже либо каким-то игроманом тайным стал, либо явным стал. То есть ему вот мир виртуальный заменяет практически все. Когда вас нет, вот он либо играет, либо что-то смотрит. Объедается, обязательно объедается, опивается вкусняшками. Друзья у него есть. Он любит с друзьями встречаться, там, посидеть, там, потрындеть, извините за слово, да, потому что то, что они там делают, это какие-то байки, хвастовство, какое-то вот такое, знаете, пускание пыли в глаза, может быть, какие-то шуточки сальные. То есть, люди типа говорят, мы встретимся там в спортбаре, пиво попьем, да, футбол посмотрим, либо там, чего они там смотрят, хоккей, плавание, чем увлекаются. Да? На самом деле тут даже не момент спорта увлекает человека, сколько общения с друзьями, сколько вот моментов, что он может там покичиться, выпустить пар, да, почувствовать себя свободным. Я, если честно, скажу вам такую вещь. Либо это человек очень стеснительный, у кого-то отыграется, что человек стеснительный, а у кого-то наоборот, что вы прям такая доминантка, что вы его затмеваете. И когда он вот уходит в параллельный мир, вот виртуальный мир, либо с друзьями встречается, он чувствует себя прям таким мужиком, таким, знаете, что такими вот прям огромными
бубенцами, что вот он прям может себя почувствовать героем. Хотя на самом деле нет. Если бы он таким был, да, он бы выбирал себе девушку такую, знаете, вот прям спокойную, тихую, но нет, ему вот вы его и будоражите, и покоряете, и он рад вам покоряться. Понимаете, тут игра, именно идет игра. Пока эта игра существует, пока все хорошо и интересно. Не надо перебивать, не надо его там пытаться ловить за руку и прочее, прочее. Это... Ну, ни к чему, во-первых, хорошему не приведет, вы и сами расстроитесь, и он расстроится, что вы расстроились. Лучше бы все остается как есть. Еще раз говорю, да, не надо пытаться поменять ситуацию. Здесь нету каких-то измен, здесь нет каких-то тайн, что он каких-то там детей на стороне имеет, им деньги башляет. Нет, этого я не вижу. Может быть... не ваш человек пришел, но тот человек, который пришел, и вот я вам его сказала, да, он дома, в принципе, внешне спокойный, уравновешенный, он не будет там как-то вот он такой через губу разговаривает, да, он не сильно разговорчивый, но когда он отрывается вот по вот этой чарочке, да, при друзьях, то он там, конечно, герой. Может быть, вы и видели, что он где-то в компании там где-то немножечко оторвался от земли, вот он такой есть. Когда он с вами, он совершенно другой. В жизни он вообще, когда вас нет рядом, он очень спокойный, очень такой, знаете, скучный, я бы даже сказала, да. То есть мыслей о других там каких-то интрижках у него нет. За это вы можете быть спокойны. По бабам он не бегает. Да, он может на них посматривать через объектив, да, через интернет, через стекло, но нет, тут не трогает, да. Руками не трогает. Ну, все мужчины, наверное, этим балуются. Ну, не стоит тут строго судить. Еще у него какая-то мечта есть, на которую он собирает деньги. Но он их так собирает, знаете, сквозь пальцы собирает. То есть он хочет, но он... Это его что-то. Может быть мотоцикл, может быть какой-то спортивный автомобиль, может быть даже приставка какая-то очень дорогая. То есть что-то он такое вот думает, собирает. У него, у этого мужчины, вот который пришел, у него есть заначки. Причем не одна, причем даже и не 3. Их много, везде как-то натыкано. И в доме есть. И, возможно, вы уже находили. Вот он любит в книжки прятать, книжки. И знаете, где еще любит прятать? Вот между мебелью, вот какие-то стыки, я не знаю, вот в кресло, в диван, между там стеной и шкафом, вот такие места. Вот если хотите, можете вот рейд такой сделать по квартире, если вы вместе живете. Ну, я вам скажу, найдете себе нормальную сумму. Так что можете себе ее даже оставить. То есть мужчина, как бы он... скажет, ну это моя плата, да, за то, что я вот, извините, себя так и вел. Мужчина неплохой, девочки, и вы классная. То есть вы такая пара, с которой вернее, вместе не скучно. Не надо ловить за руку, не надо его там стыдить и прочее, прочее. Пусть у него будут эти мелкие его секретики, но пусть хотя бы, да, вот где-то он там душой отдыхает. Конечно, понятно, что обидно, хотелось бы, чтобы мужчина с вами душой отдыхал, но поверьте, вот этот человек, он еще вырастет до того состояния, пусть еще побалуется, он в душе еще ребенок. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.